26 ноября исполнился 31 год Конституции Республики Абхазия. В далеком уже 1994-м основной закон государства принимался в сложное послевоенное время. Фонд Асарки отметил это важное событие лекцией специалиста в области конституционного права юриста Саида Гизердава, который проанализировал прошлое и будущее основного закона. Но вот здесь, наверное, главный вопрос этой лекции: живем ли мы действительно по этой Конституции, какую роль Конституция Республики Абхазия играет в нашей жизни. Ну вот Конституция – это основной закон, да, но это не просто юридический документ. Наверное, и даже не в первую очередь это юридический, это прежде всего политический документ. Это как бы, это вот основное, то, что определенный расклад политических сил собой вот представляет Конституция. Ну, наверное, во вторую очередь, вот как юрист, наверное, удивительно от меня слушать, что именно во вторую очередь, наверное, это уже юридический документ, и здесь важно, что из себя, как юридический документ, она представляет. Об этом я скажу позже, после того, как расскажу все-таки о Конституции как о политическом документе. Наверное, в третью очередь это такой мировоззренческий документ, потому что он какие-то идеалы, какие-то принципы, какие-то цели формулирует. Может быть, это даже и на первое место можно поставить, но, соответственно, ну, как бы реализуются ли эти цели, наверное, не совсем четко в нашей политике, поэтому, наверное, Конституция как какой-то мировоззренческий документ я поставил бы на третье место. В первую очередь Конституция – это политический документ, по словам Саида Гизердава, так как он влияет на государственную политику. Влияет ли она на политику, играют очень серьезные факторы. То есть как к этой Конституции относятся ведущие политические силы, что они хотят видеть в этой Конституции. Мы видим, что от Конституции, конечно, ожидают, что она и вот исключительно конструкцию власти будет отражать и не более. Мне кажется, что такой подход, он не совсем правильный, он тоже искажает очень серьезно роль нашей Конституции. Конституция, она не должна превращаться исключительно в орудие управления, потому что в Конституции содержатся очень другие важные положения. Это разделы, касающиеся, например, прав человека и так далее. Вот этот биль о правах. И сейчас мы видим, что, конечно, у нас принято со скепсисом относиться к правам человека и к этому содержанию Конституции. Но сейчас мы видим, что, например, Конституция, которая гарантирует запрет выдачи наших граждан другим государствам, эти положения оказались очень серьезными, играющими весомую роль и определяющими текущую политику тоже в том числе. Конституция не должна быть договором между политическими силами, которые получили власть, подчеркнул юрист. Но политические элиты республики именно этого и ожидают от основного закона государства, отметил Гизердава. С учетом того, что Конституция воплощается в действиях институтов у нас, институтов, прежде всего государства, у нас Конституция очень неоднородная в этом плане. Какие-то положения нашей Конституции, они, безусловно, реально касающиеся действующей власти, а какие-то абсолютно, наверное, все-таки являются, наверное, фиктивными, потому что, опять же, упоминаемые мною права человека, глава 2, она на самом деле плохо обеспечена. То есть у нас довольно-таки слабые институты, которые призваны защищать наши с вами права. Поэтому Конституция в этом плане частично реальна, частично фиктивна. Саид Гизердава затронул тему демократичности Конституции, и главный показатель этого, по его мнению, то, как работает разделение властей в государстве. Один из самых важных механизмов, заложенных в Конституции. Если механизм разделения властей работает нормально, если он вообще существует как таковой, то, наверное, и все остальное работает. Потому что есть политическая конкуренция между... Это вообще самое главное. Это, как бы, знаете, политическая конкуренция – это мотор, это двигатель политической жизни. Если она есть, то, наверное, если она проходит в такой здоровой форме, то меньше столкновений происходит на улицах, больше серьезных политических дебатов на политических площадках происходит и так далее. Но у нас вот именно потому, что, как мне кажется, вот этот вот механизм сдержек и противовесов, он не работает,
и он как бы выключен, он не прописан в Конституции, он слабый, да, много эпитетов можно применить, и поэтому, в принципе, мы имеем, это одна из точек зрения, вы можете ее оспорить, кстати, имеем то, что вот у нас политические кризисы, они очень становятся, да, частыми, и политические баталии, они вот происходят таким вот образом, каким мы его часто наблюдаем. Более часа длилась лекция специалиста в области конституционного права. Саид Гизердава ответил на многочисленные вопросы молодых юристов и слушателей лекции о прошлом и будущем основного закона страны. Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.